Бүгін біздің Мәскеу өлкәсе Красногорский шәһәрендә бик зур сабантуй булды. Сабантуйга төрле төбәкләрдән килделәр артистлар, биючеләр, җырчылар. Бик күңелле узды. Без инде шунда ведущиебез, без алып бардык концертларны Фәнилә белән. Режиссерлар без, оргкомитетта без. Барсында оештырдык, тырыштык, булыштык. Бик күңелле үтте. Киләсе алдагы сабантуйлар да шулай күңелле үтсен иде. Өстәлләрегез мул булсын, өстәлләрегез түгәрәк булсын, игеннәрегез мул булсын, бергә яшик, бердәм яшик. Илебезгә тынычлык, җир-күк фадишасына сабырлык телимен. Сабантуе, хезмәт туе, шатлык һәм бәхет туе шул. Уйнап, биеп, җырлап, көлеп, бәйрәм иттек көн буе. Уйнап, биеп, җырлап, көлеп, бәйрәм иттек көн буе. Эх! Сабантуй – это, наверное, такие теплые воспоминания с детства. Каждый год мы в деревне ходили на Сабантуй, смотрели игры от чобыш, копшык киеп жүгерүләр, бик күңелле үтә иде. Шуңа күрә минем өчен ул дуслар белән күрешү, туганнар белән күрешү һәм әлбәттә инде басу эшләре беткәннән соң бөтен халык шуны бәйрәм итә. Әле бөтен җирендә карап җитешмәдем, ләкин бик матур җырлыйлар, бик күп урыннарда оештырылган конкурслар бик күңелле. Әле тагын алга таба да карыйбыз. Сабантуй – это один раз в год самовыражение народа. Я думаю, что Сабантуй должен быть, поскольку даже в самые голодные времена, в самые бедственные Сабантуй был, существовал, не пропускали никто. И люди и хлеборубы имеют право на свой праздник. Ну, Сабантуй – это время же окончания посевных работ, поэтому народ ждет этого праздника очень, долго и с радостью, потому что знает, что здесь можно расслабиться, здесь получить удовольствие, здесь посмотреть поучаствовать в разных соревнованиях, посмотреть концерт, повстречаться со своими, может быть, земляками, пообщаться. Больше, конечно, общения. Этот праздник, он объединяет всех. Тут другие национальности тоже присутствовали. Я видела, как вот все, можно сказать так, братались друг с другом. Сабантуй – это праздник, наверное, татарского народа. Праздник, где могут собраться все семьями с детьми, пообщаться, зарядиться духом татарского народа, покушать, посмеяться. В общем, просто потанцевать, быть вместе вот в одном кругу, как мы все это дружно умеем делать. Я считаю, что это семейный праздник, на котором должны присутствовать многие, потому что это наши традиции, которые мы не должны забывать, хотя мы живем в больших городах. В конкурсах мы нигде не участвовали, но самое главное, мы сегодня посетили этот Сабантуй и увидели наших близких людей, знакомых, друзей, семей, с которыми мы дружим. Были концерт смотрели, да, были рады общению, потому что, из-за того, что мы много работаем, бывает, что редко друг друга видим. А этот праздник, он такой, что он собирает татар. Татары в Москве, они сплоченные, они дружат друг с другом, ходят на разные мероприятия. Мы тоже пытаемся сохранить наши традиции в семье и посещать такие праздники. Сабантуй – это с детства большой праздник, всегда с родителями были. Это все радуются, когда посеяли урожай. Для татарстанцев, для татар это очень большой праздник. Сабантуй, но для меня это это вот именно праздник. Праздник с детства, праздник танцы, веселье, шашлыки, плов, вот это вот все вот это вот. Именно национальное то, что это все объединяет народы и объединяет семью, для меня это вот это. Что для тебя значит праздник Сабантуй вообще для тебя? Знаешь, это связано, конечно, с моим великим народом, татарским великим народом. Это замечательно. Просто есть у нас много реально праздников, но Сабантуй – это как раз
Ну, когда все полевые работы как раз заканчиваются, ну, переводится так, полевые, когда работы заканчиваются, и Сабантуя, то есть свадьба Плука. Вот. Люди отдыхают. Не только просто так вот, а душой. Просто не то, что просто посмотреть концерт и так далее. Люди, не знаю, это заложено в менталитете, наверное. Вот просто люди приходят отдыхать просто. Забывать о суете домашней, да, знаешь, бытовухе какой-то. Просто получать хорошее настроение. И я получил, и надеюсь, люди тоже сегодня получили настроение от наших выступлений. Всем спасибо. Мы даже в деревне, когда были, значит, в Вырозе, Нижегородской области, с радостью ждали, когда Сабантуй будет. Вот. Но тогда не такие, конечно, были подарки. Были носки, одеколон, майки. Было не давали вроде, но вот одеколоны, такие были подарки. Сейчас же ведь машины дарят. Это уж, конечно, похвально. Те, которые... Ну, баран это символ этого, как говорится, борьбы. Это, как говорится, чемпион, считай. Чемпиона Сабантуя. Там же без весовой категории, там уже могут 100 килограмм на 70 килограмм, как говорится, выйти, чтобы бороться.